На самом деле мы приехали поддержать вот тех, которые активно участвуют в реализации реформ в децентрализации в Украине, в том числе, потому что сейчас реформа идет бешеным темпом, очень много, очень объемнее, потому что, как я уже сказал, в Германии себе позволил несколько десяток лет на реализации всех этих реформ, территориальные реформы, административные реформы и политические реформы страной. Вот здесь, как председатель облсовета правильно сказал, время нету, увы. Поэтому, конечно, мы все понимаем, что реформы в данном начале, как они были проведены, еще были немножко, ну, скажем, сырые, не до конца продуманы, не как с немецкого точки зрения хотелось бы, что мы сейчас уже точно знали, что через 425 дней будет такой результат, 2 дня позже будет такого. Но очень хорошо, что начался, вот, на мой взгляд, очень удачно, потому что были многие сомнения, первый год именно децентрализации, какие успехи будут достигнуты, будет возможность реализовать в нужной мере, будут компетенции на месте, чтобы реагировать на это новые полномочия. А как мы сегодня очень удачно слышали в этом семинаре, есть уже многих положительных результатов. И, как всегда, вопрос совершенно не в человеческом кадре в Украине. Есть великолепные люди, которые активно работают, лишь бы им дали возможности на своих мерах, своих компетентностях. И на наш взгляд, вот это как раз суть этой децентрализации, что вот больше возможностей и больше компетентностей даст внизу, туда, где она должна быть, где die люди на самом деле могут сами определиться, что они хотят делать, что они хотят развиваться. Даже в городе, в какой сфере надо вкласть там, инвестиции, внимание, а что пока можно оставить на второй уровне. Потому что если это делается на местном уровне, тогда это понятно. Люди понимают, люди видят, люди доверяют даже в определенной степени. Это совсем другое дело, нежели это идет от райкома или из области. Это же опыт у нас в Германии, в частности, и в основном, и в Баварии, в частности, произошли именно в 70-х годов. Это, как я сказал, у нас была реформа такого типа с 71 по 76 года. Тоже были многие, которые были против этого объединения из всяких разных причин. Это вот чисто на человеческом уровне. Там, ну, если одно село было, там, скажем, преимущество католиков, а в другом преимущество лютеранов, понятно, были проблемы. А были даже такие случаи, что уже много лет была какая-то борьба футбольных команд между двумя селами. И, конечно, их не объединяешь так просто. Там надо работать или надо им дать выбор или что-то в этом роде. Но в итогах, конечно, это объединение вело до того, что для чего-то было сделано. Эффективная администрация, пул от возможностей, от инвестиций, от компетентности. И это стало основой удачного экономического, политического и административное развитие Баварии, которое произошло у нас там после 70-х годов, скажем так. Вот эта реформа, она поможет Украине стать ближе к Европе и все-таки войти в Евросоюз достойными членами? Ну, безусловно, это помогает стать ближе к Европе, потому что тем более в вашем области, который на самом деле до Европы руку подать, это помогает, там видно, что это делается. От членства Евросоюза, конечно, увы, не мой роль и, наверное, рано еще говорить, но это процесс приближения в Европу, административная форма и в Европу как пространство ценностей, конечно. Вот это, в самом деле, эту реформу очень поддерживает и явно даст правильный путь, или верный шлях, как говорится.